إن الدين عند الله الإسلام. Вся хвала принадлежит Аллаху. Хвала Аллаху, который один сотворил все создания и управляет их делами, который распорядился всем сущим с великой мудростью, предопределив все изумительным образом. Он не оставляет без своего внимания ничего на небесах и на земле. Даже самую маленькую вещь с весом в пылинку, ведь Он милостивый, сведущий. Я воздаю хвалу и благодарю Аллаха, свят Он, дары которого нам беспрерывны, а забота Его к нам беспрестанна. Я свидетельствую, что нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха Единого, у которого нет сотоварищей, который далек от сравнения и чист от уподобления. Я свидетельствую, что наш Господин и пророк Мухаммад, раб Аллаха и его посланник, который пришел с истинной религией единобожия, совершенным и чистым законодательством, шариатом, и что Он — сияющее светило, озаряющее путь. Благословение Аллаха и Его приветствие Ему, Его досточтимой, обладающей великим достоинством, семье, Его благородным, обладающим высоким почетом сподвижникам, а также поколению табиинов, сменивших сподвижников и всем, кто последовал за ними в благом, придерживаясь очевидной истины и облегченного руководства. Я наставляю вас и себя к богобоязненности, бойтесь Аллаха, да помилует вас Аллах. Чувствуйте присутствие того, от кого вы не скроетесь, благодарите того, чьи блага вы беспрестанно получаете, и покоритесь тому, за пределы владения и власти которого вы не в силах выйти. Любая вещь, которая отвлекает от Аллаха, есть беда и несчастье. Неспешность похвальна, но не в делах, касающихся будущей жизни. Ахира. Аллах сказал: «Я же поторопился к тебе, Господи, чтобы ты остался доволен. Кайтесь за свои грехи, готовьтесь ко дню, когда схватят за пятки и хохлы, где багажом сильного будут дела, а слабого несбывшиеся грезы, где плохие друзья будут, словно огонь, пожирать друг друга». Аллах сказал: «Они не будут пускать их на путь Аллаха, и те будут считать, что они следуют прямым путем». О, братья-мусульмане! Вы сейчас находитесь в начале нового года по хиджре. Пусть Аллах сделает его для вас годом благословения, спокойствия и благополучия. Пусть объединит в этом году мусульман на истине, возвысит истину его приверженцев, даст победу истине и его помощникам. Пусть в этом году станет приятным для нас отчет и уместным время размышлений и расчета. Ведь в превратностях эпохи есть назидание. В каждодневных событиях можно увидеть непременный, сдерживающий фактор. Смена дней и ночей разрушает то, что процветает, и наоборот, превращает голую пустыню в цветущий оазис. Так остерегайте же обманчивого блеска этой жизни. Истинно представленные нам однажды возможности могут быть упущены. А ведь срок каждой вещи предопределен. Пребывание ограничено, и дни сочтены. Аллах сказал: «Аллах не предоставит отсрочку душе, если наступил ее срок. Аллах ведает о том, что вы совершаете». О, мусульмане! Ведя разговор об аскетизме в исламе, мы не имеем в виду призыв к воздержанности и отречения от практических дел и обустройства жизни, так как истоки набожности находятся в самых глубинах человеческой души. Сердца очищаются благодаря вере и свету Корана, а душевная чистота обретается вкушением аромата праведных слов и дел и прекрасного нрава. Источником самого великого из благ является сердце, охваченное радостью имана, и это благо, заменяющее все блага. Один из праведных предшественников даже сказал: «Порой бывают времена, когда я сам себе говорю, если обитатели рая чувствуют именно то, что я и сейчас, то они живут прекрасной жизнью». О, братья-мусульмане! Мир сегодня, наравне с проблемами, связанными с семьей, неурядицами, охватившими финансовую сферу, переживает идейный кризис. Отношение человека к этому миру, согласно нашей религии, это труд, подчинение этого мира себе, созидание и осваивание его. Аллах сказал: «Он подчинил вам то, что в небесах, и то, что на земле. Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле». Но в то же самое время эта дунья является испытанием и экзаменом для нас. Аллах сказал: «Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше». А конечная цель всего этого – осуществление правильного поклонения Аллаху, всемогущий Он и велик. Аллах сказал: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». О, люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас, быть может, вы устрашитесь.
Поклонение мусульман, наряду с претворением в жизнь поклонения Аллаху, единобожия и искренности в поклонении, включает в себя и удовлетворение мирских потребностей, и желание получения благ, которыми Всевышний удостаивает своих рабов в этой и в последующих жизнях. Так, про молитву, в которой требуется чистота тела, одежды и место совершения молитвы, Аллах Всемогущ, Он и Велик, говорит: «Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, быть может, вы преуспеете». Аллах, свят Он и велик, сказал относительно хаджа: «Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же меня, о обладающий разумом. Они будут пребывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог». Относительно всеобщего подчинения Аллаху Всевышний говорит: «Одни странствуют по земле в поисках милости Аллаха, а другие сражаются на пути Аллаха». В числе удостоившихся похвалы в книге Аллаха, Всемогущ Он и Велик, упомянуты люди, ведущие торговлю, которых Всевышний Аллах описал так: «Ни торговля, ни продажа не отвлекает их от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты заката». Опираясь на эти отправные точки и причины, о мусульмане, и исходя из мудрости и рассуждений, и из связи между религией и жизнью, между деяниями сердца и обустройством земной жизни, становится очевидным способ развития на пути достижения заветного совершенства, становятся ясными основы и опоры желаемой чистоты, которая призвана служить хранению жизни на земле и содержанию ее в порядке, воспитанию души и ее возвышению, которая излучает спокойствие и дает душевную удовлетворенность. О, любимые братья и сестры! Это ясное и пространное изложение связи между религией и этим миром, поклонением и мирской заботой, между аскетичным образом жизни и проявлением усердия, между удовлетворенностью и напряженным трудом. Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, описывая этот мир и его положение, сказал: «Бренный мир – это место благочестия для правдивых, место обеспечения благоприятного исхода для тех, кто способен понять это. Вместе с этим, это место обогащения для тех, кто способен извлекать пользу от него. Это место ниспослания откровения Аллаха, место, где совершали земной поклон излюбленные Аллаха пророки, да благословит их Аллах и приветствует, место произношения молитв ангелами, а также место извлечения прибыли его приближенных рабов, где зарабатывали они себе милость Аллаха и просили удостоиться райских садов Аллаха». Тоже осудит дунью, тогда как она известила о своей разлуке, провозгласила свои недостатки, известила о своей гибели и гибели своих последователей, потому что она, побуждая к праздности, олицетворяет горе. Одни люди осуждают ее, испытывая раскаяние, другие же хвалят, и они правдивы, ведь она делала им напоминания, и они получали его. Абу Сулейман ад-Дарани сказал: «Этот мир для врагов Аллаха преграда, ограждающая их от Аллаха, а для его друзей быстрый скакун, который доставит их к Аллаху. Причист тот, кто сделал одну и ту же вещь причиной связи и разрыва». В хадисе, переданном имамом Ахмадом, Тирмизи и Ибн Маджи, сказано: «Зухд не означает наложение запрета на дозволенное или отказ от своего имущества, а заключается в том, чтобы ты не полагался на то, что в твоих руках, больше, чем на то, что в руках Аллаха, чтобы, когда тебя постигнет несчастье, ты желал ее больше, сильнее надеясь на вознаграждение за нее, и чтобы ты одинаково соблюдал права того, кто хвалит тебя, и того, кто порицает. Все это, да помилует вас Аллах, является деянием сердца, а не деянием частей тела. Будьте сведущи и задумайтесь над этим». В хадисе марфу'а, переданном от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, говорится: «Тот, кого радует быть самым богатым и самодостаточным из людей, пусть полагается на то, что у Аллаха больше, чем на то, что у него на руках». Передали Аль-Хаким и Байхаки. О рабы Аллаха! Зухд в этом мире проявляется относительно 6 вещей: души, людей, изображений, имущества, руководящей должности и всего, кроме Аллаха. Ибн Кайим, да помилует его Аллах, по этому поводу сказал: «Не имеется в виду оставлять дунью, потому как Дауд и Сулейман, да благословит Аллах их обоих и приветствует, были самыми набожными людьми своего времени, но вместе с тем им принадлежала власть, у них было имущество и жены. Наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был самым набожным человеком рода человеческого. Вместе с тем он ел мясо, сладости и мед, любил женщин, благовония и красивую одежду. Али ибн Абу Талиб, Абдуррахман бин Ауф, Аз-Зубейр, Усман бин Аффан, да будет доволен ими Аллах, были аскетами, будучи обладателями огромного богатства. Имама Ахмада спросили: может ли человек, обладающий 1000 динаров, быть захидом, аскетом, набожным человеком? На что он ответил: может, если не будет ликовать, когда прибавится к этому, и не будет печалиться, если уменьшится. Он, да смилуется над ним Аллах. Также сказал: сподвижники, да будет доволен ими Аллах, являются самыми набожными и выраженными аскетами этой уммы, несмотря на то, что располагали богатствами.
Суфьяна Thаури, да помилует его Аллах, спросили, может ли человек, который располагает богатством, считаться аскетом? Он ответил, да, если при бедах проявляет терпение, а при благоденствии проявляет благодарность. В другом предании он сказал следующее: Захид, тот, кто благодарит Аллаха, когда он его одаривает, и терпелив, когда его постигает несчастье. Именно такой человек и есть Захид. Аль-Мунави, да помилует его Аллах, сказал, зухд – это не отречение от богатств, а одинокое отношение к их присутствию или отсутствию. Это отсутствие привязанности к ним сердцем, ведь этот мир, дунья, сам по себе не порицается, но является пашней для жизни будущей ахира. Кто возьмется за него, соблюдая при этом предписание шариата, он окажет содействие в успехе в ахира. Далее он говорит, так не оставляйте же его поистине, только посредством него добиваются благ будущей жизни. Именно поэтому Хасан Басри сказал, твое стремление обрести то, что служит улучшению твоего положения, не считается любовью к мирскому, а твой отказ от насущней для тебя потребности не является набожностью. Саид бин Джубейр в тафсире слов Аллаха всего лишь наслаждение обольщением сказал, это сказано о том, что отвлекает тебя от ахирата, но то, что не отвлекает от нее, не является наслаждением обольщением, а является наслаждением, ведущим к лучшему, чем мирское наслаждение. О рабы Аллаха, глубоко верующий человек, живущий согласно истинным убеждениям, во всех своих делах полагается на Аллаха и доволен его управлением. Он не надеется на людей в своих делах. Он требует благ этой жизни, лишь беря причины, соответствующие шариату. Тот, кому дарованы глубокие истинные убеждения, не станет искать довольства людей, вызывая при этом гнев Аллаха. Не будет восхвалять людей за то, что даровал ему Аллах, или порицать их за то, что Аллах не дал какое-либо из своих благ. Он непременно знает, что стремления желающего не смогут приумножить ризк Аллаха и не может отвести его от вращения нежелающего. Глубокая убежденность, якин, является качеством, которого достаточно, чтобы не нуждаться в чем бы то ни было. У кого богатое сердце, у того и руки не нуждаются ни в чем, а чье сердце у Бога, тому не принесет пользу его богатства. Удовлетворенность малым не отведет от человека того, что ему предписано, а алчность и жадность не принесут того, что не было предписано. То, что должно тебя постичь, не минует тебя, а то, что должно миновать, не постигнет. Пусть же твое сердце будет свободным от того, чего не имеют твои руки. Затем, о мусульмане, кто положится на Аллаха, то Он достаточен для него. Кто обратится к Нему за какой-то вещью, то Он одарит его. Кто попросит у Него достатка, то Он избавит его от нужды. Умеренность – это неисчерпаемое сокровище, удовлетворенность – неиссякаемое богатство. То немногое, что избавляет от нужды, лучше, чем избыток служащей забавы. Благочестие не иссякнет, греховность не забудется, а воздающий не умрет. Совершенство человека заключается в том, чтобы его сердце оставалось одинаковым и при лишениях, и при блаженстве, при мощи и слабости, при славе и унижении. Больше всего печали у человека, жадного до чужого добра, а самый счастливый из людей – человек, довольствующийся малым. Благородный сердцем и великодушный человек покидает этот мир прежде, чем его вынесут из него. А протяжные мечты заставляют забыть о будущей жизни. Если тебя интересуют причины исчезновения бараката и благого результата, причины попирания прав и распространения нечестия, взгляни на людей, проверь их убежденность, здоровье их сердец, оставили ли они сомнительное, отстранились ли от порицаемого. Аллах сказал, посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире. Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя. И не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие на земле. Пусть Аллах даст мне и вам извлечь пользу из великого Корана и руководства Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Я говорю эти мои слова, прося у Аллаха прощения за себя, за вас и за всех мусульман. Просите его о прощении, поистине Он прощающий, милостивый. Хвала Аллаху! Хвала Аллаху за то, что скрыл наши недостатки, благодарность Ему за то, что развеял наши муки. Я каюсь перед Ним и прошу у Него прощения грехов, ведь Он прощающий. Я свидетельствую, что нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварищей, знающего сокровенное, и свидетельствую, что наш господин и пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, его раб и посланник, причиной которого его Господь устранил печаль и отвел несчастье, да благословит Аллах и приветствует его семью, его сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за ними благом. О рабы Аллаха! Человек, в глазах которого этот мир имеет большое значение, любит похвалу и не любит критики.
Часто это побуждает его оставить выполнение истины из-за боязни порицания и осмеливаться впасть в какую-нибудь несправедливость, добиваясь похвалы людей. В итоге он работает для других, будучи на побегушках для сидящего и голодным перед богатым. Его убожество в его низком характере и чрезмерной прожорливости. Он не пользуется чем-то толком и не ощущает покоя от усталости и тревог. И сколько же есть богатых людей, располагающих имуществом, при виде которых ты посчитаешь их неимущими. Малодушные люди с хмурыми лицами, которых может угнетать самый ничтожный пустяк, жадный к тому, что есть у них, и жаждущие того, что у них нет. Один из ученых сказал: люди проявляют невежество, полагая, что зухд – это отказ от дозволенного. Они изолируют себя от общества, игнорируют права людей, их лица становятся мрачными. Они не знают того, что зухд бывает в сердце и что его суть – отказ от страстей. Отдалившись от людей физически, они думают, что стали совершенными аскетами. Сердце, привязанное к страстям, не может быть наполнено благочестием и набожностью. Так разве вы не побоитесь Аллаха, да смилостивится над вами Аллах? В дни здравия извлеките пользу для дней болезни, а из жизни для смерти, из положения состоятельности для нужды. Находясь в расцвете сил, не забывайте о слабости, как прекрасно благое имущество в хороших руках, а истинное богатство – это богатство души, а не величина имущества. Чаще просите благословения и приветствия Аллаха наилучшему из людей в любое время и каждый день. Знаете же, что в отправлении Ему благословения в этот день есть своя особенность и мудрость. Каждое благо, которое получит его умма в этой и будущей жизни, она получит только благодаря его содействию. Так как по его причине Аллах объединил для его уммы блага обоих миров, самые лучшие почести они получат именно в день пятницы. В этот день они были отправлены в место своего обитания, на землю. В этот день будут собраны в своих жилищах в раю. Этот день будет днем увеличения благ для обитателей рая. И это праздничный день в этом мире. Их мольбы в этот день не отвергаются. Все это стало известно по его причине и благодаря его участию. Да благословит его Аллах и приветствует. Благодарностью и исполнением своего долга перед ним будет прощение ему, благословение и приветствие Аллаха. А как же нет? Ведь ваш Господь повелел вам это словами. Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют пророка. О те, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте миром. О Аллах, благослови и приветствуй своего раба и посланника, нашего пророка, твоего излюбленного избранника, Мухаммада, его благое и пречистое семейство, его жен, матерей правоверных. О Аллах, да будет твое довольство над 4 праведными халифами, Абу Бакром, Умаром, Османом и Али, и над всеми остальными сподвижниками, над табиинами и теми, кто последовал за ними в благом до самого судного дня, а также и над нами, благодаря твоему прощению, щедрости и милости. О наищедрейший из щедрейших! О Аллах, возвеличь ислам и мусульман! О Аллах, возвеличь ислам и мусульман! И унись многобожие и многобожников, оставь без помощи тиранов, приступивших в твой закон, безбожников и всех врагов ислама и мусульман. О Аллах, даруй нам безопасность на наших землях, исправь наших имамов и правителей, сделай наших руководителей из числа страшащихся Тебя. Сделай так, чтобы их дела соответствовали Твоему довольству, о Господь миров. О Аллах, направь нашего имама и правителя своей помощью к истине, почти его покорностью к Тебе, возвеличь его посредством Твоего слова, сделай его помощником ислама и мусульман, объедини им мусульман на истине и правильном руководстве, о Господь миров. О Аллах, направь его и его окружение к тому, что любимо Тебе, и вызывает Твое довольство. Покажи им путь к благочестию и богобоязненности. О Аллах, направь правителей мусульман к следованию Твоей книги и сунне Твоего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Сделай их милостью для Твоих верующих рабов, наставь их на истину и верное руководство. О Аллах, утверди для этой умы благоразумие, где подчиняющиеся Тебе люди будут возвеличены, а грешники наставлены на прямой путь, когда будут приказывать одобряемое и запрещать порицаемое. Поистине, Ты над всякой вещью мощен. О Аллах, помоги нам лучше исповедовать нашу религию, которая является для нас добродетелью. Исправь нам нашу мирскую жизнь, в которой мы живем, и нашу загробную жизнь, куда мы возвратимся, и сделай нашу жизнь увеличением для нас во всем благом, а смерть покоем от всякого зла. Улучши наш исход во всех наших делах и отдали нас от позора этого мира и наказания в загробной жизни. О Аллах, займи самим собой того, кто хочет зла для нас, нашей религии, наших поселений, нашей безопасности, нашей общины, нашим ученым и объединения нашего слова, обрушь его козни на его же шею, сделай его действия разрушительными для него, о Господь миров. О Аллах, накажи иудеев-захватчиков, воистину, они ничего не могут против Тебя.
О Аллах, не спошли на них такое свое наказание, которое нельзя отразить от преступных людей. О Аллах, поистине мы призываем Тебя помочь нам уничтожить их и прибегаем к Тебе от их зла. О Аллах, удостой нас прощения и покаяния, открой для нас врата принятия покаяния и ответа мольбам. О Аллах, прими нашу покорность, наши мольбы, исправь наши дела, прости наши грехи и прими наше покаяние. Прости же нас и помилуй, о всемилостивый, милостивейший. О Аллах, мы одни из Твоих творений, не прерывай свою милость к нам по причине наших грехов. У Твоих рабов на их землях есть беды и трудности, о которых мы жалуемся только лишь Тебе. О Аллах, даруй нам обильный достаток в посевах и домашних животных, не спошли на нас баракат с небес. Лишь на Аллаха мы уповаем. О Господь наш, не сделай нас искушением для тиранов. О Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром последней жизни и защити нас от мучений в огне. Рабы Аллаха, Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров.